Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент Абхазского государственного университета, судья арбитражного суда Республики Абхазия. Родилась в 1963 году, окончила Атарскую среднюю школу в 1980 году, юридический факультет Абхазского государственного университета в 1987 году. В разное время работала юрисконсультом в АГУ, правовым инспектором труда Абхазского областного комитета профсоюза работников народного образования, главным специалистом аппарата Министерства юстиции Республики Абхазия по законодательству. Фатима Квициня в 1997 году избрана судьей арбитражного суда Республики Абхазия, где и работает по настоящее время. С 1998 года является членом квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. В 2013 году решением квалификационной коллегии судей Республики Абхазия Квициня Фатиме присвоен первый квалификационный класс. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Гарантии независимости судей». Совмещает работу судьи с преподавательской деятельностью. Автор учебного пособия «Правоохранительные органы Республики Абхазия» и многих научных публикаций. В 1999 году одно из положений нашей Конституции о неограниченности срока полномочий судьи, вот это положение было пересмотрено на референдуме. Я помню, что многие люди спрашивали, для чего, с какой целью, почему и так далее. Тогда на этот вопрос не было внятного ответа. Тем не менее, проголосовали, и в результате срок полномочий судьи ограничили 5-летним сроком. Вы можете что-нибудь об этом сказать, разъяснить, почему и с какой целью это было сделано? Я не могу сказать, почему это было сделано. Это был 1999 год. Тогда было обращение органов судейского сообщества. Мы подписали обращение, мы обратились к президенту страны, чтобы нам разъяснили, почему, какая причина менять неограниченность срока полномочий на 5 лет. Но официально мы ответ не получили, официально мы не знаем. Интересно, а вот ограничение срока полномочий судей, да, это имеет прямое отношение к проблеме независимости судей? Я думаю, что это имеет отношение к проблеме независимости судей, потому что считается общепризнанно, чем меньше срок полномочий судьи, он ведет себя более послушно, так считается. И чем меньше срок полномочий, судья всегда будет оглядываться на тех лиц, от которых зависит его последующее переизбрание. Но, конечно, не все от этого зависит, потому что многое здесь решают личные качества судьи. Это вообще общепризнано, это считается во всех демократических правовых государствах. Вот то, что я говорила, чем больше срок полномочий судьи, считается, что он более независим, он более неуязвим, он меньше оглядывается на те силы, которые его в последующем переизберут. Вы давно работаете в арбитражном суде, да. Исключительно в арбитражном, насколько я знаю, да, вот суде. Мне было бы интересно знать, вот за эти годы вы чувствовали определенное давление, да, со стороны другой ветви власти, там исполнительной, законодательной и так далее. Если это имело место, то в какой форме, в каком виде, что это было? Я работаю в арбитражном суде с 1997 года. Но особого давления со стороны исполнительной либо там законодательной власти я не чувствовала при рассмотрении того или иного дела. Давление на судью может выражаться в форме просьбы, в форме рекомендаций. Но лично я не помню, что было давление. Но, знаете, я вам хочу сказать, что я вот с 1997 года работаю судьей. У нас был председатель арбитражного суда. И мне так кажется, что все эти просьбы, он как бы отводил от нас. Как вы думаете, нам надо возвращаться
к тому положению, которое было заложено в Конституции. Я имею в виду свой первый вопрос. Нужно ли теперь уже отказаться от ограничения срока полномочий судьи? Я думаю, что если даже мы вернемся к неограниченности срока полномочий судей, ничего страшного в этом нет. Потому что, как я говорила, неограниченность срока полномочий – это не означает пожизненный судья. Вот многие это путают. А какой главный плюс от этого? Это я понимаю, что это демократический очень принцип, но главный плюс какой? Главный плюс какой? Как это влияет на работу судьи? Судья понимает, что если он будет работать по закону, он не будет нарушать требования Конституции, требования действующего законодательства, у него полномочия не истекают, а за что его могут уволить? Прекратить же его полномочия можно только на основании закона. Если он будет следовать требованиям и нормам закона, прекращать его полномочия нет оснований. А когда срок, то 5 лет. Вот, допустим, 5 лет. Судья ждет, следующие 5 лет. Если он хочет остаться на этой работе, он должен быть, наверное, более послушным, чтобы более гибким, чтобы опять его переизбрали. Спасибо большое. И снова кафедра. Лекции на абхазском телевидении. Судья, говорящий закон. Закон не мой судья. Эти слова принадлежат Цицерону. Наверное, слышали о нем, да? Древнеримскому политику и философу. С лекцией о гарантиях несменяемости, да? Независимости судей в Республике Абхазия, кандидат юридических наук, доцент нашего университета, судья арбитражного суда Республики Абхазия Фатима Алексеевна Квициня. Добро пожаловать. Спасибо. Тема нашей сегодняшней лекции о некоторых гарантиях независимости судей в Республике Абхазия. Хочу вам сказать, что принцип независимости судей и подчинение их только закону является важнейшим принципом организации и деятельности судебной власти. Этот принцип гарантирует исключение постороннего влияния на судей при осуществлении ими своих полномочий. А полномочия у судей, вы знаете, какие? Это осуществление правосудия. И реализация этого принципа способна обеспечить эффективность правосудия в стране в целом. Рассматриваемый нами сегодня принцип, он универсален. И универсален он ввиду высокой своей социальной ценности. Данный принцип носит еще и международный характер. О значении данного принципа говорит тот факт, что 13 декабря 1985 года Генеральная ассамблея ООН принимает специальный документ. И документ этот называется «Основные принципы независимости судебных органов». Вот этот документ, принятый специальной ассамблеей ООН, запрещает иным государственным органам осуществлять правосудие, либо вмешиваться в осуществление правосудия. В настоящее время принцип независимости судей получил свое дальнейшее развитие и свое закрепление в решениях Европейского суда по правам человека. В решениях Европейского суда по правам человека суд рассматривается в аспекте самостоятельности и беспристрастности, то есть там применяется сочетание слов «беспристрастный суд». И беспристрастный и справедливый суд возможен только при тех условиях, если мы обеспечим ему самостоятельность. Таким образом, возникает вопрос, а что же такое независимость судей? Каковы гарантии этой независимости? И вообще, реально ли существование абсолютно независимой судебной власти? Вот на эти вопросы попытаемся сегодня ответить. Чтобы ответить на эти вопросы, нам с вами для начала необходимо определить, а что такое вообще судебная власть? И как судебная власть соотносится с другими ветвями государственной власти? То есть мы с вами должны рассматривать судебную власть
через призму теории разделения властей. Вопрос о том, как правильно устроить государственную власть, возник давно. Этот вопрос не возник сегодня. Вопрос этот возник со времен образования первых государств. И широко признана во всем мире и сохраняет свою актуальность по сегодняшний день идея, в соответствии с которой основные полномочия государственной власти должны быть разделены и должны быть четко разграничены. И вот эта идея нашла свое воплощение в теории разделения властей. Суть данной теории сводится к тому, что в государстве должно существовать разделение трех властей: власти законодательной, власти исполнительной и власти судебной. Все эти три власти должны быть самостоятельны, они должны быть равнозначны и равносильны. Общепризнано, что теория разделения властей является необходимым признаком демократической правовой государственности. В соответствии с нашей Конституцией, со статьей 7 Конституции Республики Абхазия, государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательные, исполнительные и судебные власти, говорится далее в этой статье Конституции, самостоятельны. Таким образом, мы можем сказать, что Республика Абхазия на конституционном уровне признает теорию разделения властей. Как понимать теорию разделения властей? Будет, наверное, не совсем верно, если мы теорию разделения властей или идею разделения властей будем понимать дословно, потому что, в принципе, государственная власть едина. И теория разделения властей в ее современном понимании нацелена на то, чтобы предотвратить абсолютизацию одной власти, предотвратить авторитарное правление в обществе. Каждая власть, мы говорим, самостоятельна, но не автономна. И как показывает история, эти власти, три власти, они нуждаются друг в друге. Они должны взаимодействовать друг с другом. И обеспечение интересов государства достигается не обособленностью этих ветвей власти, не противостоянием их друг другу, а точным исполнением каждой власти своих полномочий и своих функций. И объективная действительность такова, что все власти нуждаются друг в друге, и образуют они законченное единство, которое мы именуем государственной властью, лишь в своей совокупности, лишь в результате взаимодействия друг с другом. Другими словами, как некоторые ученые называют, речь идет о триединой государственной власти. В то же время все три власти должны быть равноправны, они должны быть равнозначны, не должны мешать друг другу и не должны вторгаться в сферу деятельности друг друга. Если эти власти будут вторгаться в сферу деятельности друг друга, они будут создавать помехи друг другу, и это в конечном итоге создаст серьезные проблемы для бесперебойной, нормальной работы всего государственного механизма в целом. Таким образом, в государстве должен сохраняться баланс властей. И вот этот баланс властей достигается посредством системы сдержек и противовесов. Вот система сдержек и противовесов является одним из элементов теории разделения властей. Что же такое система сдержек и противовесов, и какое место в этой системе занимает судебная власть? Но мы сегодня будем говорить о судебной власти. Мы не трогаем две другие ветви власти, мы говорим о судебной власти. Система сдержек и противовесов – это совокупность норм, которые призваны поддерживать наиболее оптимальный баланс в отношениях между ветвями власти. Для чего это делается? Как я уже говорила, это делается с целью, чтобы предотвратить абсолютизацию одной из властей. Давайте мы с вами посмотрим, как система сдержек и противовесов действует у нас. Я до этого говорила, что мы будем говорить только о судебной власти.
И давайте мы посмотрим, как система сдержек и противовесов проявляется во взаимоотношениях судебной власти с законодательной властью, судебной власти с исполнительной властью. По действующему законодательству Республики Абхазия законодательная и исполнительная ветви власти формируют судебную власть. Главный вопрос судебной власти – это кадровый вопрос. Почему? Потому что единственным носителем судебной власти является суд, а правосудие осуществляют только судьи. И потому мы считаем, кадровый вопрос – это главный вопрос в судебной власти. Если вы посмотрите другие ветви власти, то там субъектов несколько, а в судебной власти только один субъект, единственный – это суд. И если законодательная и исполнительная власти формируют судейский корпус, а мы знаем по Конституции, все судьи в Республике Абхазия, независимо от звена судебной системы, избираются парламентом Республики Абхазия по предложению президента. Я, наверное, еще раз повторяюсь. Таким образом, получается, что судебную власть формируют другие две ветви власти. Но означает ли это, что эти ветви власти формируют судебную власть, следовательно, нарушают эту систему сдержек и противовесов? Нет, потому что система сдержек и противовесов построена таким образом, что законодательная и исполнительная власти, сформировав судейский корпус, избрав судей, в дальнейшем повлиять на те решения, которые выносит судебная власть, не могут, потому что судьи никому не подотчетны и судьи независимы. Зависимы судьи только от закона. Это одна сторона системы сдержек и противовесов. Давайте обратимся к другой стороне системы сдержек и противовесов. Мы знаем, что независимость судей ограничена, и ограничена она рамками закона. У судьи есть один хозяин – это закон. Следовательно, независимость судей ограничена рамками закона. А законы принимает парламент. Можем ли мы в этом случае говорить, что парламент, приняв законы, ограничил судебную власть, заключил судебную власть в определенные правовые рамки? Но система сдержек и противовесов предполагает другой момент, что в данном случае судебная власть наделена полномочием контролировать законодательную власть путем так называемого нормоконтроля. То есть в суд можно обжаловать законы, либо подзаконные акты, которые принимаются парламентом, либо исполнительной властью. Вот эта система сдержек и противовесов, она построена вот таким образом, чтобы баланс ветвей власти в государстве сохранялся. И в настоящее время подход к судебной власти только как к власти, которая способна рассматривать и разрешать уголовные дела, гражданские дела, дела об административных правонарушениях, либо хозяйственные споры, такой подход себя изжил, потому что судебная власть наделена более важной полномочией, более важной функцией конституционного контроля. Таким образом, роль и место судебной власти в системе сдержек и противовесов определяется двумя группами факторов. Первая группа факторов, то есть с одной стороны, эти факторы ставят судебную власть в зависимость от решений и действий законодательной и исполнительной власти. Понятно, да? А с другой стороны, закон предоставляет судебной власти возможность контролировать решения законодательной и исполнительной властей. И если действие всех этих факторов сбалансировано надлежащим образом, то система сдержек и противовесов в государстве работает, функционирует эффективно, и, следовательно, действует теория разделения властей. Законодательство предоставляет судебной власти особый статус. Если вы обратите внимание, все власти самостоятельны. Несмотря на то, что все власти самостоятельны, но только судебная власть обладает статусом независимости. Статус независимости не имеют другие ветви власти. И это вполне справедливо, потому что правосудие, которое осуществляет контроль за защитой прав граждан, конечно, должно быть независимым. Следовательно, должны быть независимы и те, кто осуществляет это правосудие, то есть судьи.
В правовой системе Республики Абхазия проблема обеспечения независимости судей существует. Но при всем сходстве этой проблемы с другими странами, проблема наша имеет свою специфику. И во многом это связано с недостаточно долгой историей развития реального разделения властей и формирования правового государства. Но тем не менее, обеспечение судейской независимости должно стать первостепенной задачей и приоритетной задачей в концепции совершенствования судебной системы. Хочу отметить, что история общества не знает абсолютной независимости судей. Абсолютной независимости судей не бывает. И мы говорим об относительной независимости судей. Относительная независимость судей, мы говорим об исключении постороннего влияния на суд, постороннего давления на суд, чтобы судьи принимали незаконные решения. Вот о какой самостоятельности и независимости идет речь. И нельзя никогда понимать независимость судей как вседозволенность, как полная бесконтрольность судебной деятельности. Судьи подчинены закону. И независимость судей, если она оторвана от подчинения их закону, будет означать субъективизм, будет означать произвол, а это очень опасно для правосудия. И потому конституционная норма сформулирована таким образом: независимость судей и подчинение их Конституции и иным законам. Но, с другой стороны, требовать от судей подчинения их только закону можно лишь, создав условия, которые гарантируют эту независимость. Необходимо создать условия, которые исключают постороннее воздействие на суд. То есть необходимо создавать прочную систему гарантий этой независимости. Что такое гарантия? Как известно вам, провозглашение того или иного принципа – это еще не означает его реализация. Этот принцип должен сопровождаться гарантиями, которые позволяют осуществить переход от той нормы, которая закреплена в законе, к действительности. Без гарантий любой провозглашенный принцип носит декларативный характер, и потому серьезным представляется вопрос о гарантиях этой независимости. Гарантий независимости много, они различны, но мы сегодня остановимся на более важных из них, на мой взгляд. Важное место среди гарантий независимости судей занимают социально-экономические гарантии. В первую очередь речь идет о материальном обеспечении судей, о мерах их социальной защиты, о различных социальных льготах. Если мы требуем от судьи быть независимым, то он в первую очередь должен быть материально независим. И к экономическим гарантиям независимости судей относятся те положения законодательства, которые предоставляют судьям за счет государства материальное обеспечение, социальное обеспечение. И это материальное и социальное обеспечение всегда должны соответствовать высокому статусу судьи. Я еще раз повторяю, независимый судья в первую очередь должен быть независим материально. Вот потому мы на первое место ставим социально-экономические гарантии независимости судей. Еще одна важная гарантия независимости судей – это политические гарантии независимости судей. Действительно трудно определить, в какой степени судопроизводство связано с политикой. Но закон говорит, что суд не должен быть связан с политикой. Закон запрещает судьям заниматься политикой, создавать политические партии, состоять в политических партиях, политических движениях, а также поддерживать публично или материально любые политические движения. Ну, конечно же, судья – живой человек. И судье невозможно законами запретить мыслить, запретить думать. Этого закон не запрещает. Думать можно всем, но участвовать в политической жизни и совершать какие-то политические действия, я еще раз, наверное, повторяюсь, поддерживать
политические партии, политические движения, участвовать в митингах и так далее политического характера закон запрещает. Судебная власть должна быть оторвана от политики, и это правильно, потому что судьи должны руководствоваться только законом, а не какими-либо политическими соображениями, и суд должен решать вопросы, исходя из нормы права. И потому мы говорим, что решения судей должны быть свободными от соображений практической целесообразности, от соображений политической склонности, политической целесообразности. К числу важных гарантий независимости судей относится несменяемость судей. Вот что такое несменяемость судей? Я хочу обратить особо ваше внимание на этот принцип, на эту гарантию. Что означает несменяемость судей? Ответ на этот вопрос содержится в статье 10 Закона о статусе судей. В статье 10 Закона о статусе судей прямо указано: судья несменяем. Это означает, что судья не подлежит переводу на другую работу или в другой суд без его согласия, а полномочия судьи могут быть приостановлены либо прекращены в установленном законом порядке. Вот что такое несменяемость судей. И эта норма существует как гарантия независимости судей. Несменяемость судей содержится в статье 10 Закона о статусе судей. Я вас прошу не путать несменяемость судей с другой гарантией – неограниченностью срока полномочий судей. Срок полномочий судей тоже очень важная гарантия для обеспечения независимости судей, судебной власти. Конституция Республики Абхазия 1994 года установила, что срок полномочий судей не был ограничен. Была установлена неограниченность срока полномочий судей. Затем в 1999 году был проведен референдум, и по итогам этого референдума полномочия судей были ограничены сроком 5 лет. Я хочу отметить, хочу, чтобы вы поняли, что неограниченность срока полномочий – это не означает пожизненное избрание судьи. Это разные вещи. Неограниченность срока полномочий означает, что судью избрали без ограничения срока его полномочий. Он может работать 5 лет, 10, 15, может и год, может и меньше. То есть все зависит от того, как судья будет справляться со своими профессиональными обязанностями. Но касаясь срока полномочий судей, я хочу отметить, что в теории права считается, что самостоятельность и независимость судей находятся в прямой связи со сроком полномочий судей. Считается, общепризнано, что чем больше срок полномочий судей, тем он более независим. А чем меньше срок полномочий судей, он более зависим от тех сил, от которых зависит его последующее избрание на эту должность. При этом считается, что судья может потерять свою независимость, свою беспристрастность, потому что срок полномочий ограничен, срок маленький, и он будет оглядываться на те силы, от которых зависит его последующее избрание на эту должность. Ну, безусловно, это не всегда обязательно, это не всегда так, потому что независимость судьи, принципиальность судьи зависит от личных качеств. Но все-таки такая опасность, конечно, существует. И хочу сказать, что были приняты поправки к Конституции Республики Абхазия, и эти поправки предусматривают избрание судей сроком на 10 лет. Судей общих судов 10 лет, а судей Конституционного суда сроком на 15 лет. Ну, конечно, это важный шаг вперед, это важный шаг, который способствует укреплению беспристрастности и независимости судов.
Независимость судей также гарантируется неприкосновенностью личности судьи. Вот неприкосновенность личности судьи очень оспариваемое в науке положение. Судья, статья 71 Конституции Республики Абхазия установила, что судьи неприкосновенны. И вот эта правовая норма, конституционная норма, получает свое дальнейшее развитие в других нормативных актах, в других законах. И неприкосновенность личности судьи складывается из следующих моментов. Во-первых, судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение или за принятое им решение, если вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его виновность в преступном злоупотреблении. Вот если вступил в законную силу приговор суда, который установил, что судья был виновен в преступном злоупотреблении при вынесении приговора, только тогда можно судью привлекать к ответственности. А так за вынесенные решения, за мнение, высказанное в ходе судебного заседания, судья не подлежит никакой ответственности. Во-вторых, существует особый порядок привлечения судей к уголовной ответственности. Немножечко усложненная процедура привлечения судьи к уголовной ответственности. Наше законодательство требует, что уголовное дело в отношении судьи возбуждается только генеральным прокурором Республики Абхазия, либо лицом, исполняющим его обязанности, при наличии на то согласия квалификационной коллегии судей. А если квалификационная коллегия судей отказала, то генеральный прокурор, либо лицо, исполняющее обязанности генерального прокурора, вправе обратиться в парламент Республики Абхазия. Вот такая чуть-чуть усложненная процедура привлечения судьи к уголовной ответственности. Судьи не подлежат административной ответственности вообще. И дисциплинарная ответственность для судей имеет свои особенности. Закон установил дисциплинарную ответственность для судей, и в соответствии с законодательством за совершение дисциплинарного проступка на судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, в виде понижения в квалификационном классе и либо досрочное прекращение полномочий судьи. Решение о применении в отношении судьи дисциплинарной ответственности принимается квалификационной коллегией судей. И в этом случае надо отметить, что порядок наложения дисциплинарных взысканий всегда должен быть организован таким образом, чтобы была обеспечена независимость судей, и чтобы не допускалась прямая или косвенная зависимость судей от квалификационной коллегии, которая принимает решение о дисциплинарной ответственности судьи. В связи с этим я хочу отметить, что в законе отсутствуют четко сформулированные основания дисциплинарной ответственности судей. Основания для дисциплинарной ответственности судей в законе четко не сформулированы. В законе записано, что основанием для применения дисциплинарной ответственности судей является совершение поступка, позорящего честь, достоинство судьи или умаляющий авторитет судебной власти. А что считать поступком, который позорит честь, достоинство судьи и умаляет авторитет судебной власти, закон не определяет. И я считаю, что в законе должно быть это четко записано, за какие поступки судья подлежит дисциплинарной ответственности. Потому что, если вы обратили внимание, здесь дисциплинарная ответственность – это не только выговор, не только понижение в квалификационном классе, но и прекращение полномочий. Это очень серьезный вид дисциплинарной ответственности. Ну вот личная неприкосновенность судьи, о котором я говорю, это один из самых оспариваемых принципов судейской независимости, потому что некоторые считают, что существующий порядок, а я говорила, какой порядок существует в возбуждении уголовного дела, чуть усложненный порядок возбуждения уголовного дела, мешает успешной борьбе с коррупцией
и мешает освобождению судебной власти от тех лиц, которые компрометируют высокое звание судьи. Некоторые считают, что меры неприкосновенности судьи выходят за рамки принципа равенства всех перед законом и перед судом. Я считаю это неправильно, потому что установление особых правил о неприкосновенности судьи не означает, что судьи выведены из числа тех субъектов, на которых распространяется требование Конституции о равенстве всех перед законом и судом. Неприкосновенность судей – это необходимый элемент и является самостоятельным правовым средством государства, через которое государство защищает судей. Ведь на судей возложены особые полномочия. И потому государство создает реальный механизм, реальные гарантии, чтобы защитить судью от необоснованных преследований. Хочу обратить ваше внимание на международно-правовые документы. Я хочу, чтобы вы знали, что и международная практика идет по этому пути. И международная практика считает, что если судья не будет обладать судейским иммунитетом, то он в силу специфики своей работы он станет уязвимым. И поэтому неприкосновенность судей не является личной привилегией судьи, а неприкосновенность носит публичный характер и призвана служить публичным интересам, то есть интересам государства. Вот международные правовые документы – это Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы. Вот статья 6 я хочу зачесть. Привилегии и иммунитеты предоставляются судьям не для их личной выгоды, а с целью обеспечить независимое осуществление их функций. Также Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении по делу о проверке конституционности закона о статусе судей в Российской Федерации отметил, что усложненный порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи выступает лишь в качестве процедурного механизма и способа обеспечения независимости судей и не означает освобождение их от уголовной и иной ответственности. То есть я хочу сказать, что при наличии достаточных оснований и с соблюдением тех процедур, которые установлены в законодательстве, судья, конечно же, может быть привлечен к уголовной ответственности, к дисциплинарной ответственности, в связи с чем возможно даже прекращать его полномочия. Таким образом, судейская неприкосновенность действительно является определенным исключением из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, и по своему содержанию выходит за пределы личной неприкосновенности. Но это объяснимо. Это обусловлено тем, что общество и государство, предъявляя к судье повышенные требования, вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии для надлежащего осуществления тех полномочий, которые возложило на него государство. Но особый порядок привлечения судей к уголовной ответственности, я опять к этому возвращаюсь, должен исключить преследование судьи за его судейскую деятельность. И, следовательно, это является важной гарантией его независимости. Еще одна важная гарантия независимости судей – это организационно-кадровые гарантии независимости. Организационно-кадровые гарантии независимости судей – это совокупность объективных и субъективных условий, которые позволяют правильный подбор кадров на должность судьи. При этом при подборе кадров особое внимание должно уделяться таким качествам кандидатов на должность судей, как мировоззрение судей, правосознание и, главное, юридическая подготовленность судей. Вопрос независимости судей решается не только внешними факторами, там независимость от законодательной власти, независимость от судебной власти, но и во многом независимость судебной власти и авторитет судебной власти зависит от внутренних факторов. И в связи с этим очень важен вопрос об уровне профессиональной подготовленности или профессиональной квалификации судей.
Также важны морально-этические качества судьи. И вот эти морально-этические качества судьи должны оградить и ограничить влияние на судью общественного мнения и создать эффективные гарантии для его работы. Важной предпосылкой проведения в жизнь принципа независимости судей является комплектование судов из людей принципиальных, людей твердых в своих убеждениях. Судья должен уметь противостоять постороннему влиянию и неуклонно следовать требованиям закона и разрешать дела в соответствии с законом и со своим внутренним убеждением. И вот такие качества судьи, как справедливость, неподкупность, честность, нравственная чистота, это те качества, которые невозможно регулировать законом. Это личные качества судьи. И потому особое внимание в судейской деятельности отдается профессиональной этике. Качество профессиональной деятельности судьи определяется его профессиональной компетенцией. И судья должен быть уверен в том, что он должен следовать духу и букве закона и не воспринимать постороннее влияние, и должен всегда использовать силу закона. Судья должен быть профессионально подготовленный. И те знания, которые вы получаете в стенах университета, они очень обязательны для вашего становления, для вашей профессиональной деятельности. Это те качества, которые, я еще раз повторяю, не приносятся извне, а эти качества должны, судья сам должен соблюдать эти качества и иметь эти качества. Сегодняшний день на территории Республики Абхазия отсутствует Конституционный суд. В чем заключается сложность в его создании и почему его до сих пор нет на территории Республики Абхазия? Я вот в лекции говорила, если вы обратили внимание, что был принят Конституционный закон Республики Абхазия о поправках к Конституции Республики Абхазия. И этим законом были внесены поправки в главу о судебной власти. И здесь глава 5 «Судебная власть». И по этим поправкам предусмотрено создание Конституционного суда. И будем надеяться, что он будет создан и будет работать. Здесь статья 72 прим. Перечислены полномочия Конституционного суда Республики Абхазия. И в соответствии с этими поправками Конституционный суд Республики Абхазия является органом конституционного контроля, которое самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Просто эти поправки, они еще не вступили в законную силу. А вот по поправкам Конституции предусмотрено создание Конституционного суда. Действительно, важна роль Конституционного суда. Это очень нужный инструмент, потому что конституционный контроль, вы за это говорили, да? Конституционный контроль имеет важное значение, он обязательно должен существовать в государстве. При заработных платах, которые существуют сегодня у наших судей, возможна ли независимость? Гарантирована независимость их? Социально-экономические гарантии, я уже говорила, садитесь, они являются важной гарантией для обеспечения независимости судей. Я говорила, что судья, чтобы быть независимым, он должен быть материально независим. Конечно, существующая заработная плата не может обеспечить независимость судьи, но мы должны надеяться на уровень правосознания судьи, на его личные качества, на его умение противостоять всяким этим соблазнам. Говорим о независимости судьи. Что имеется в виду? Независимость от кого и от чего? Более ясно сказать. Независимость судей бывает внешняя. Это независимость от законодательной власти, независимость от исполнительной власти. Это внешняя самостоятельность. Вопрос, который прозвучал, больше, наверное, имеет нечто другое, другой смысл. Вы имеете здесь в виду... не независимость, а неподкупность судьи. Неподкупность, да, влияет ли это на честность, на порядочность судьи? Ну вот потому я говорила, что социально-экономические гарантии, конечно, они важны, конечно, они нужны. И ныне существующая заработная плата не позволяет нам говорить
о том, что вот у судей высокая зарплата, и они должны быть независимы, неподкупны. Но я еще раз говорю, мы должны надеяться на то, и мы должны комплектовать судейский корпус людьми с высокими моральными качествами, чтобы судья мог противостоять вот этим соблазнам, там, взятка, подкупность, вы об этом говорите, да? И уровень правосознания судьи должен быть на должном уровне, и личные качества судьи не должны ему позволять. То есть судья должен знать, когда идет на работу, что он будет следовать духу и букве закона. Поскольку в лекции, да, речь шла о разных гарантиях независимости судей, отсутствие или наличие этих гарантий, прежде всего социально-экономических гарантий, это очень важный залог для того, чтобы мы имели дело с эффективной судебной системой власти, с честными, порядочными, независимыми, неподкупными судьями. Мы прекрасно понимаем, что это пока еще может быть идеал, к которому надо стремиться, но тем не менее мы должны знать, что все это очень важно для того, чтобы мы позиционировали как правовое государство, в котором судебная система власти работает эффективно, и для нее созданы необходимые условия. Завершая нашу лекцию, знаете, я хочу вам напомнить, кто-то, может быть, уже об этом слышал, может быть, многие из вас и не слышали об этом. Знаете, иногда хочется даже современные какие-то реалии, в которых мы живем, как-то их понять, оценить, охарактеризовать, осмыслить. Бывает, что ты это все понимаешь, но точно сказать об этом у тебя не получается. Но когда ты начинаешь копаться в чужих мыслях, но мыслях мудрых людей, ты можешь это найти там. 3000 лет разделяет нас с израильским царем, знаменитым мудрым человеком Соломоном. Наверное, вы слышали о притчах Соломона. И 3000 лет назад он примерно сказал такие очень важные даже для нас сегодня слова. Когда страна отступит от закона, тогда в ней много начальников. Это была кафедра. Спасибо вам.